Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о гибели 31-летнего водителя «Лады» в страшной аварии на улице Мира в Казани. Он развернуться хотел, тот от удара вроде как говорят, уйти хотел. Его размотало. Автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение и боком врезался в дерево. Покажем, как водитель иномарки придавил 19-летнего сотрудника паркинга к другому автомобилю и последствия наезда на мужчину на Большой Красной. Пешеход проехал, оттуда как приведение появился. А также падение человека с 9-го этажа и задержание закладчика наркотических веществ. Сколько штук? Свертка? В чем? Не знаю, свертка штук 10. Это и не только прямо сейчас. 31-летний водитель «Лады» 14-й модели скончался в результате страшной аварии на улице Мира в казанском поселке Дербышки. На огромной скорости он не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль снес несколько секций ограждения и врезался в дерево. Удар пришелся на водительскую сторону и был настолько сильным, что «Лада» превратилась в груду искореженного металла. Шансов выжить у 31-летнего водителя «Лады» не было никаких. На улице Мира мужчина потерял контроль над машиной и вылетел с дороги. Автомобиль снес несколько секций дорожного ограждения и боком врезался в дерево. Удар пришелся как раз на сторону водителя и был таким, что жители, стоящего рядом дома, его больше почувствовали, чем услышали. Удар был, и кого дом затряс. Да, у нас даже вот как будто это... Вот жена вышла и говорит, вон машина стоит. Машина прям. Такое ощущение, как будто боялись к машине подойти. Да. Вот так раз метра полтора. И машину не трогали. Да, просто как бы даже никто не подошел, не посмотрел, живой, не живой. Нет, одна женщина с фонариком подошла с телефоном вот так в окошко. Вроде живой и все. Очевидцы рассказывают, «Лада» двигалась со стороны поселка Киндери. Скорость на этом участке ограничена 40 км в час. Но автомобиль, говорят, ехал гораздо быстрее. Об этом говорят и повреждения машины. Свидетели случившегося уверяют, дорогу «Ладе» перекрыл «Лексус», который стал разворачиваться на перекрестке с улицей Советская. Он развернуться хотел, тот от удара вроде как говорят, уйти хотел. Его размотало. И потом туда. Ну, так говорят. Водитель «Лексуса» не скрывал, стоял на перекрестке, ждал возможности развернуться. «Лада» его обогнала, когда уже завершил маневр. Обогнал меня слева и передо мной занос ушел. То есть вы уже развернулись, и он потом... Да. Вот меня он обгонял, такой же, когда я постою. А сколько времени прошло после того, как вы развернулись, и он пропал? Это чуть секундочку. Большая у него была скорость. Но он пролетел прям маком. Водитель 92-го года рождения следовали по улице Мира. Не справился с управлением, совершил столкновение с металлическим ограждением, забором. В результате чего совершил наезд на дерево. В результате чего от полученных травм скончался на месте. Окончательная степень виновности будет определена в ходе следственных мероприятий. Меньше 2 месяцев назад, 27 сентября, на этом же самом перекрестке 18-летняя девушка-водитель Нивы, двигавшаяся со стороны Киндерей, проехала на красный свет и насмерть сбила 75-летнюю женщину, переходившую дорогу по всем правилам на зеленый сигнал светофора. О той трагедии напоминает цветок, привязанный к забору у пешеходного перехода. Женщина у нас прям на глазах шибла, да, мы прям с ребенком шли, и прям это, у нас прям на наших глазах женщину шибло. Вот. Летом мотоциклисты гоняют прям ночью вообще. Момент этой трагедии также был зафиксирован и камерой на доме, и регистратором, установленным в иномарке. Записи сразу же изъяли следователи. Они сейчас устанавливают, создал ли помеху движению «Лады» маневр водителя «Лексуса». К слову, столкновения с ним не было. А также на какой свет и с какой скоростью двигалась отечественная легковушка. К слову, погибший мужчина был чуть ли не образцовым водителем. За 2 года у него было 4 штрафа за нарушение правил движения. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, «Вызов-112». 19-летний молодой человек серьезно пострадал на парковке Приволжского рынка в Казани. Работник паркинга подошел к водителю подъехавшей машины с терминалом для оплаты. В этот момент 29-летний мужчина, находящийся за рулем стоявшей рядом «Шкоды», сдал назад и придавил молодого человека к «Субару». Что произошло и почему автомобиль не может двигаться дальше, мужчина за рулем «Шкоды» понял, видимо, не сразу. В результате происшествия пострадавшего молодого человека госпитализировали, а степень вины и ответственность, которую понесет водитель иномарки, будут установлены во время разбора происшествия с учетом тяжести нанесенных травм. Автоинспекторы советуют водителям быть максимально внимательными при маневрах, а пешеходам смотреть по сторонам и не слушать громкую музыку в наушниках. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы в одежде.
25-летний мужчина пострадал в результате наезда на улице Большая Красная в Казани. Он попал под колеса «Тойоты» в половине 9 вечера. Дорога в это время была практически пустая. Как установили автоинспекторы, на проезжую часть он вышел в нескольких метрах от пешеходного перехода. Но он был в адеквате, у него были ссадины, кровотечение. Ну, похоже, возможно, сотрясение. Возможно, не знаю, но переломов, по-моему, нет. Отец девушки-водителя «Тойоты» примчался на место сразу после звонка дочери. Она сама испытала сильный стресс. Рассказала, что мужчину не видела. Он выскочил на дорогу прямо перед капотом, когда она уже проехала пешеходный переход. Светофор нет, да и темно, но она говорит, еще в капюшоне был, в черной одежде, но, естественно, как еще дождик шел. Она дочку забрала, внучку мою с этого туалета. Когда они оттуда уехали, вот, она пешеход проехала, а тут он как привидение появился. И скорость-то маленькая была. Они сразу вызвали скорую помощь и автоинспекторов. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации. Волновались больше за состояние сбитого человека. Повреждения автомобиля были второстепенные. Капот, фары, да. Рассказывают, этот год богат на неприятности. Во время урагана дуб рухнул на дачный дом. Спустя время, когда на даче никого не было, огонь полностью его уничтожил. Причина пожара до сих пор большая тайна. Теперь наезд. Радует, что ущерб только материальный. Люди не пострадали. Сбитого мужчину также после оказания помощи отпустили из больницы. В госпитализации он не нуждался. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. Падение женщины из окна 6-го этажа одного из домов на проспекте Строителей в Нижнекамске 28 августа этого года, по версии стражей порядка, было убийством. Как установили следователи, 34-летний неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина распивал спиртные напитки вместе со своей 36-летней сожительницей. Во время застолья они поссорились, и мужчина выбросил женщину из окна. Жильцы соседнего дома сняли происшествие на мобильный телефон. Женщина до последнего цеплялась за мужчину, но рухнула вниз и от полученных травм скончалась на месте. Соседи говорят, что в той квартире часто были застолья, день трагедии не исключение. Они орали, они гуляли до 5 утра сначала, потом, видать, уже и опохмелились хорошо, уже время же 1:30 было когда. Они так сильно кричали, что вам, наверное, тоже слышно было. Всегда слышно, все прохожие шли, смотрели. Сожитель погибший сам спустился вниз и прикрыл тело своей майкой. Тогда мужчину госпитализировали в психоневрологический диспансер для обследования, но позже предъявили ему обвинение в убийстве. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ну а в Казани с 9-го этажа одного из домов на улице Фучка упал мужчина. Сначала он вылез из балконного окна, потом ходил по карнизу и, по рассказам очевидцев, просил вызвать МЧС, потому что не может залезть обратно. Впрочем, до приезда спасателей он сорвался вниз и от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства сейчас выясняют следователи. 34-летнего мужчину-закладчика наркотиков задержали полицейские в московском районе Казани. В начале ноября стражи порядка получили информацию о предполагаемом сбытчике запрещенных веществ. Информация вскоре подтвердилась, его задержали как раз во время оборудования тайников. Сколько штук? Свертка? В чем? Не знаю, свертка штук 10. Сразу после задержания мужчина все рассказал. Что-то скрывать было уже бесполезно. Что должен был с ними сделать, Павел? Положить? Да. То есть сделать закладку, получается? Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков вышли на него после получения оперативной информации о вероятном закладчике запрещенных веществ. Его задержали с поличным как раз во время оборудования тайников. При себе у него были обнаружены свертки с неизвестным содержимым общим весом 29,49 грамм. В салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина, полицейские обнаружили сумку, в которой находились 6 спичечных коробок со свертками внутри. Все изъятое было направлено на экспертизу, которая установила наличие в них наркотического средства гашиш. А вот все, что есть.
Больше сверток нету? Мужчина признался, что перед задержанием уже успел оборудовать один тайник и показал, где. Оттуда оперативники изъяли чуть больше 1 грамма того же наркотика. В общей сложности у мужчины нашли больше 36 граммов гашиша. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суда мужчина будет дожидаться под стражей. Алия Хайрудинова, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.